Дорогие друзья, гости нашего канала, а также наши подписчики дорогие, я вас всех приветствую на нашем канале Мирный Лайф, бывший политгараж. И, как обычно, обещаю вам это видео сделать интересным. Друзья, мы сегодня на рынке. На рынке очень много появилось товаров с приусадебных хозяйств. Я вам скажу, очень много. Смотрите, вот картошечку купил. Картошка, к сожалению, пока еще по 200 рублей. Есть все, в принципе. И арбузики там есть. И кабачки, баклажаны. Зелень всякая разная, какие хотите. Там редисочка. Даже вот цветы. А кабачки, видите, какие шикарные лежат. Вот, ну, я не стал снимать там при продавцах, ну, в принципе, не столь важно. Цены, ну, нифига не снижаются. В принципе, огурцы, помидоры где-то от 350 до 200 рублей. Картошка пока по 200 рублей за килограмм. Молодая, молоденькая картошечка. Вот посмотрите, она какая шикарная. Это ранняя картошка, ранние сорта, белая. Она вообще замечательная. Думаю, что урожай вообще в этом году будет замечательный, потому что вот погода, видите, какая, тучи висят над городом, дождик, постоянно идет дождь, солнце, а это знаете что? Это грибы, конечно же, грибы будут в лесу просто замечательные. Ой, у меня что-то сегодня все замечательное. Да, друзья, вот, я вам уже говорил в ролике, обязательно сделаю ролик я про город Мирный. Там у меня появилось огромное количество фотографий. История от палаток до девятиэтажек в фотографиях. Вот. Как только будет готово, ждите, обязательно выложу для вас. А пока едем дальше. Так, друзья, у нас в Мирном на улице Тихонова, напротив Тихонова 12. Вот возле этого длинного многоподъездного дома между Зеленым и СРГ открылся вот такой вот передвижной, ну он, правда, уже давно на колесах просто стоит вот здесь стационарно вот такой ларечек. Там беляшики, чебуреки. Вот смотрите, какие беляши. Пышные такие, вкусные, вроде даже мясо и с луком совсем. Очень вкусные, я попробовал. И кофе из турки. Вот видите, с молоком можно как угодно. Это так, не реклама, просто я попробовал, действительно вкусно, молодцы ребята. И горячие пончики обязательно попробуйте, если кто будет мимо проходить, возьмите к чаю. Тоже зашибательские такие. Двигаемся по улице Тихонова. И вот посмотрите, Тихонова 12/1. Вот как преображается домик, посмотрите, пожалуйста. А, красота! Зашибись, вообще сайдинги, конечно, здоровские. Их, во-первых, дом утеплили снаружи, соответственно, понятно, точка промерзания, конечно же, изменилась. Ну и все, соответственно, на отопление, на расход на тепло уменьшится как минимум вдвое. Ну и, естественно, упадут расходы, и с людей будут меньше денег брать за коммуналку. Вот такая хорошая управляющая компания управляет этим домом. Отдельно привет Евгению Ивановичу. Вот видите, как ваш домик красиво разукрасили. Осталось во дворе, чтобы порядок навели. Детскую площадку там подлатали, заборчики, ограждения, чтобы в порядочек привели. Вот так за деревьями он выглядит красиво, эпично, как будто новый дом построили. Но тут и старенькие домики неплохо выглядят. Кстати, эти свечки тоже давно уже сайдингом обшили. Очень даже неплохо, я вам скажу. Так, смотрите, какая красота. Или покрасили, эти покрасили, да, какие-то покрасили, какие-то просто обшили сайдингом. Магазин Экспресс-3, если кто помнит, его здесь раньше не было. Здесь когда-то давным-давно здесь был магазин. Напишите, кто помнит, что за магазин, как назывался.
Я вот помню, это один из первых, практически вот после 90-х годов, алкомаркет какой-то был, чуть ли не круглосуточный он здесь был. Да, вот там вот слева, вот здесь был в торце Сбербанк. Ну или раньше Сберкасса была. Помню, за чеками там очередь стояла. Помните, у нас по чекам были эти автомобили. Северянам можно было по чеку автомобиль получить. Там все записывались, вставали на эти... выплачивали. И потом надо было ехать в Самару, там, в Тольятти, получать автомобиль Нива или семерочка, там кому какой доставался, там, девяточку. Ну, кто что выплачивал. А менялись, что-то там... Можно было там в Тольятти продать этот чек, можно было тут продать его, можно было здесь поменять. Я помню, мне родители поменяли чек на семерку. Кстати, смотрите-ка, что здесь творится. Здесь новая площадка будет детская. А говорили, что она старая, тут простоит еще 100 лет. А нет, нифига. Возле Советской 17 в торце, кто помнит, ребята. Вот я недавно даже как-то снимал их на квадрокоптер там сверху. Возле Советской 17 и 19, по-моему, да? Да, возле этих домов я там на коптере летал, снимал. Но оказывается, новую площадочку делают. Вот это да, вот это поворот. Так, что у нас здесь? Ну, вот тут спортивная площадка. Напротив 15/1. Но она уже старенькая такая, но в принципе нормально функционирует. Вот здесь был алкомаркет в торце дома номер Советская 13/2. Алкомаркеты раньше были в городе везде. Это сейчас их немножко поубирали. От центра отодвинули, от детских учреждений, от школ, от садиков. Магазин Кристина. Кто не помнит, вот еще над ним надстроили второй этаж. И там наверху павильоны различные, хозяйственный магазин. Это все вот получается торговый комплекс. Вот та часть, которая магазину Кристина, торговый комплекс Полюс. Вот новые тумбы вот эти рекламные, видите, поставили в этом году уже. Или старые покрасили. В общем, как-то так. Торговый комплекс. Видите, посередине здесь поставили. Здесь был просто проход раньше. А теперь здесь ТЦ Мега. Мега, ну это выстроили уже предприниматели и сдают в аренду помещения торговой площади. Литуаль. Культ спорт товары. Ну вот все. Культ спорт товары самый, наверное, долгожитель из всех на улице Советской. Алмазный край, телерадиокомпания, телерадиосеть России. Вам огромный привет от нас, от нашего канала Мирный Лайф. Мы вас смотрим практически все выпуски. Вы так часто стали выходить в эфир, вообще просто я смотрю и даже иногда не успеваю просто за вашими выпусками. Особенно вот эти все у нас тут пожарные дела, блин, что только тут события такие одно на одном, короче, да плюс новости всякие, и я думаю, у Алмазного края работы просто непочатый край. Алина, особенно тебе большой привет. Если ты смотришь наш канал, то тебе тоже большой привет. Так, сейчас немножко прокатимся с вами по улице 50 лет октября. Вот налево у нас пошла улица Аюнского, направо улица Павлова, а здесь уже 50 лет октября. Больница у нас вот здесь, приемный покой, скорая помощь. Здание скорой помощи все точно такое, вообще не изменилось ни на миллиметр. Единственное, у них добавилась просто одна новая машина. И все, все старые машины стоят. Чуть-чуть их подлатали, там, подкрасили, подмазали и ездят. Ну вот одна реанимобиль, так называемый, это желтый, на базе УАЗ Патриот. У них недавно добавился. Во время пандемии государство выделило нам такой автомобиль. И то это, помните, какая история это была? Не просто так. Сначала все поплакались, потом мэр обратился к предпринимателям города, чтобы помогли с ремонтом старых УАЗов, вот этих буханок. Ну, естественно, предприниматели откликнулись, все прям
дружно ринулись ремонтировать старые буханки. Все это, конечно, лажа была. Ну и тут кто-то увидел эту фигню из руководителей и нам выделили новую вот эту УАЗ Патриот. Блин, буханка УАЗ Патриот. И нам, короче, вот это оранжевое чудище появилось в городе. Ну и то хорошо. Я очень часто вижу. Мне кажется, он работает круглые сутки в 3 смены и вообще просто не останавливается. Ну, так обычно автомобиль, я не знаю, выдержит или нет. Голубые дома по 50 лет октября проезжаем с правой стороны. Магазин Экспресс, основной, самый большой. И наверху супермаркет Спортландия. Это типа Спортмастера, ну, Спортландия. Как-то так. Был я там, ну, у них почему-то даже летом в основном зимний ассортимент. Но надо отдать должное, в нашем городе и такое зашибись. Потому что вот уже погода испортилась, и в принципе нам уже костюмы спортивные нужны не летние, а такие уже с утеплением. Да, все-таки погодка портится. Не то чтобы прям портится, она уже испортилась. 12 градусов. Обещают до 7 температура опустится. Представляете? Ночью, возможно, даже до 7. Поэтому, уважаемые дачники, я вам не завидую, поэтому придется вам подтапливать свои теплички, огороды, я не знаю. Ну, заморозков не обещают, но вот как-то так. 7 градусов ночью, это уже довольно прилично. Обычно, когда такое происходит, то прям рост растений как-то даже приостанавливается. Короче, вот как-то не завидую вам, потому что нужно топить печки в теплицах. У кого электрический подогрев, надо его обязательно включать, терморегуляторы и тому подобное, и там всякое разное, короче. Ну, вот такая неделька у нас выдалась, август месяц, только начало, и уже вот так. Друзья, громадное всем спасибо, что вы посмотрели наш предыдущий выпуск от 4 числа. Вот прям неожиданно много столько лайков, комментариев. Просто, ну, молодцы. Молодцы. Вам огромное спасибо. Все, мы выезжаем на улицу Павлова. Вот он, видите, этот реанимобиль, который я вам рассказывал. Ага, вот он, полетел. Так. Вот улица Павлова, 66-я аптека с правой стороны, больница слева. Ну, это полностью больничный комплекс у нас здесь. Он, в принципе, как и много-много лет назад, столько, сколько городу, столько и он стоит здесь, на этом месте. Тихонова 12, Павлова 12, 14 дома по правому борту. Вот поликлиника с левой стороны, взрослая и детская. Видите, еще флаги не поубирали, как получается у нас 300 лет Якутии, ой, 100 лет Якутии, и приурочены к этому все празднования были, в том числе День города и так далее. Вот флаги до сих пор еще развиваются на ветру. Все, выезжаем на улицу Тихонова, слева будет у нас Макбанк бывший, помните, да, потом ВТБ был, нет, ВТБ так и остался. Все, подъезжаем сюда. Вот он. Вот в этом крыльце был Макбанк, а в том вот сейчас ВТБ. Ну вот у нас опять пошел дождик. А я возвращаюсь с работы. Все равно вас немножко прокачу по местам боевой славы. Шучу, конечно. Это вот переулок между улицами Ленина и 40 лет октября. Здесь вот старые домишки двухэтажные, общежития. Музыкальная школа сейчас будет с левой стороны. Кто помнит, пишите в комментариях. Музыкалочка. Сейчас даже не знаю, там есть музыкальная школа или нет. Вот общага справа деревянная. Я уже не знаю, когда их там снесут, не снесут их, эти общежития. Да, даже, знаете, убрали вот эту вывеску, что это музыкалка. Музыкалку, по-моему, сейчас перенесли куда-то, где-то у нас школа искусств. Я думаю, где-то среди новых зданий. И вот эта улочка параллельно 40 лет октября она идет.
Вот помните этот домик? Здесь в нем, по-моему, на первом этаже у нас это 40 лет октября 34/1, там нотариус. С обратной стороны там страховая компания Сагаз. 40 лет 32А, 30А. Теперь эти дома уже у них и вода есть, и туалеты у них, все там у них провели. Ну, помойки и так на улице и остались. Зато асфальтированные дорожки, видите, вот во дворах все заасфальтировано. Вот у меня подписчик мой машет мне на самокате. Что-то он в дождик только катается. Привет тебе, дорогой! Давненько мы с тобой не виделись. Последний раз в парке, помню, мороженое вместе ели. Так что посмотришь наш новый выпуск, обязательно поставь мне жирный лайк. Все, выезжаем на 40 лет октября. Вот северное лето, две кафешки, Белая ночь и Северное лето. И рядом столовка Солянка. Вот только что проехали, и слева видите школа единоборств, бывший 9-й магазин. Ну, каждый раз я вам об этом говорю, но вы все и так все помните, все. И у меня к вам, друзья, вот такое будет вступление. Вот. Мне прислали огромнейшее количество новых, старых фотографий города Мирного. От палаток, так сказать, до девятиэтажек. Ну, конечно, там в основном палатки, двухэтажки, бараки, общежития. В общем, вот такого плана. Поэтому будьте готовы, обязательно я смонтирую такую фотозарисовку специально для вас, чтобы вы насладились, поностальгировали. Может, многие из вас еще помнят те времена, когда город Мирный был палаточный. Ой, даже есть там фотографии Ларисы Попугаевой. И именно вот на этих местах, где вот прям палаточки стоят, где они, первооткрыватели наших якутских алмазов, прям сидят возле палатки. Ну, такие хорошие фотографии, я вам скажу. Вот прям, ну, увидите. Замечательные фотографии. Проедемся еще по Ленинградскому проспекту. Давненько я здесь не был. Что-то как-то просто не приходилось. Ну и вам заодно будет интересно. Ленинградский проспект. Сейчас мы дворники включим, чтобы они очищали вам стекло. Дождик потихоньку начинается, переходит в такой уже более-менее серьезный дождик. Хотел для вас еще в ботанический парк сходить, ботанический сад, но что-то, видимо, не получится. Дождь помешает. С левой стороны у нас МТС. Всем привет, всем работникам, всем ветеранам МТСа. Огромный-огромный привет. Проезжаем новый дом. И... Ага, спасибо. Новый ипотечный дом, который долго строился, короче. Но в итоге все-таки его построили и сдали, нормально люди живут. И слава богу. Слева автобаза Мирнинского ГОКа. Вот, потом справа мы увидим КСК. Детскую юношескую спортивную школу проехали. КСМ. Комбинат строительных материалов. Кстати, он там СМТ написано, но вот он продается. Я уж не знаю, как это будет выглядеть. Но продается. Потом у нас тут пожарная часть МЧС. И ПТВС, предприятие тепловодоснабжения, за ним стоит котельная промзоны. Сейчас проезжать увидите. Вот она, котельная. Кстати, водички сейчас нету горячей. Моемся, умываемся, душ принимаем, все холодной водичкой. Закаляемся. Это очень полезно, но не для меня. Я люблю теплую воду. Так, что мы тут справа сейчас увидим? Кстати, почему я еще сюда поехал? Здание Иреляхнефть будет сейчас с правой стороны. Я про эти с левой стороны дома не говорю. А здание Иреляхнефти, кстати, среди этих фотографий вот
былых времен увидите здание Якуталмаз. Вот оно на этом самом месте стояло, а вот это единственный корпус, Ленинградский проспект 3, он остался от старого здания Якуталмаз, которое сгорело однажды. Ну, он не полностью, а частично, конечно же. Вот. Слева видите стелла Зеса. Видите, они такую опору возвели. И вот постепенно мы продвигаемся. Вилюйская улица. Вилюйская, по-моему, здесь уже. Ну и пересечение с шоссе Кирова. И мы выходим на шоссе Кирова. Магазин Фортуна. Кем он только не был, я уже вам рассказывал про него. Справа шоссе Кирова, дома 8, 10, 16, ну и там 14, они как-то вперемешку идут. Вот 12 и 16, 20, короче, вперемешку как-то идут. Тут моему однокласснику Игорехе Чугаю огромный привет. Тут вот проезжал мимо одного, ну, мимо дома, где ты жил. Здесь опять что-то перекопали. Блин, конечно, не завидую тебе. Пришлось тебе там не сладко в городе Лиман на Украине. Ну, слава богу, вроде как там Лиман уже освободили. Так что все равно передаю тебе привет и здоровья тебе крепкого. Автобаза Мирнинского ГОКа. Вот видите, БелАЗ выезжает с территории автобазы. Туда же вахтовка заезжает. Вот они заасфальтировали перекресток. Видите, вот справа вот это вот все. Это асфальт свеженький, положенный. И туда даже вон метров 30-40, наверное, асфальта. И к себе на территорию они тоже там положили асфальт свеженький. Такой черненький. Еще не замусоленный, не заезженный. А на территории у них все равно там грязище и бардак. Вот. Ну вот смотрите, шоссе Кирова уже сколько лет. Я помню, блин, еще пацаном я вот тут жил недалеко, в Засыпухе. А до сих пор эта бетонка стоит и ни хрена ей не делается. Вот строили, а? Вот это был бетон. Вот это я понимаю качество. И вот только сверху чуть-чуть вот асфальтом сейчас прикрыли. А там внизу обычная бетонная дорога с такими стыками. Всегда ездили по ней. Она такая дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык. Вот это, прыгали на этих стыках. Но дорога была целая и нифига не делалась. И до сих пор вот она стоит. И это технологическая дорога. Это, можно сказать, шоссе Кирова. Это объездная дорога. Вот как-то так. Молодцы когда-то строители, дорожники наши. КСМовский бетон, он самый лучший, самый крепкий. Его делали со стыками, и он не ломался, и ничего ему не происходило с ним ни зимой, ни летом. Но сами понимаете, вечная мерзлота — это такая штука, которая ломает любые дороги. О, блин, надо как-то в аэропорт съездить, напроситься с кем-нибудь, узнать, как там идет строительство нового аэропорта, заливают ли дорогу, в каком аэровокзал, в каком состоянии. В общем, планов много, осталось их немножко реализовать. Ну, я думаю, что реализую. Посмотрим. У меня в конце августа отпуск. Ну, вот не знаю, до отпуска удастся съездить или нет туда. Но в любом случае, если даже буду в отпуске где-нибудь на материке, как у нас говорят, буду снимать для вас кино. Ну, а пока, друзья мои, пока, до новых встреч. Не забывайте подписаться на наш канал. Внизу есть иконка подписаться. Если не хотите подписываться, то хотя бы нажмите вот так лайк или вот так. В общем, понравилось, не понравилось, дело ваше. Огромного всем крепкого сибирского, якутского здоровья. Из города Мирного ваш политгараж, хотел сказать. Ну, можно и так. Мирный лайф. До новых встреч.